Первое, что происходит во время физической активности – ускоряются обменные процессы. Естественно, когда вы выполняете упражнения, ваши мышцы активно сокращаются, и сразу же возрастает количество энергии, нужное им для выполнения работы. Чтобы обеспечить мышцы энергией во время и после тренировки, телу нужны разнообразные питательные вещества в значительно большем количестве. А для этого приходится быстрее усвоить все недавно съеденные вами продукты, расщепить их на полезные элементы и даже использовать запасы в случае необходимости. Далее изменяется дыхание. Во время активной работы мышц ваше тело нуждается в большем количестве кислорода, чем в состоянии покоя. И чтобы получить необходимый кислород, скорость дыхания во время выполнения упражнений увеличивается. Помните, как запыхались во время пробежки? Значит, тогда ваш организм потреблял больше кислорода и старался вывести как можно больше углекислого газа. Только представьте, во время интенсивной тренировки потребность в кислороде может увеличиться до 15 раз, и поэтому вы начинаете дышать быстрее и тяжелее. Сердечно-сосудистая система. Во время мышечной деятельности происходит усиление и учащение сердечных сокращений, что требует большего количества энергии, чем в состоянии покоя. Учащенный сердечный ритм позволяет сердцу более эффективно и быстро обеспечить наше тело кислородом и питательными веществами, необходимыми для производства энергии. Когда вы занимаетесь спортом или фитнесом постоянно, то регулярное увеличение частоты сердечных сокращений помогает укрепить мышцы сердца и, следовательно, более эффективно перекачивать кровь. Это делает ваше сердце сильнее. Но самое важное даже не это. Когда вы тренируетесь, в крови понижается количество кислорода, и вследствие этого в слизистой кровеносных сосудов высвобождается оксид азота. Слышали о таком? Это растворимый газ, сигнальное вещество, и одна из главных его задач – стимулировать расширение кровеносных сосудов, чтобы облегчить доставку кислорода к тканям. Так вот, оксид азота жизненно необходим нашим сосудам. Его дефицит приводит к развитию атеросклероза и усиливает тромбообразование, повышает риск инсультов и сердечных приступов. Также оксид азота играет защитную роль в здоровье митохондрий, а именно они вырабатывают энергию в клетках и улучшают работу иммунной системы. Хотя физическая нагрузка и полезна для сердца, если у вас есть заболевания в этой области, то проконсультируйтесь со своим врачом перед тем, как начать тренироваться. Движемся дальше. Повышается температура тела. При выработке в клетках организма энергии образуются три основных побочных продукта – углекислый газ, вода и тепло. Иногда во время тренировки тепла возникает значительно больше, чем нужно. Таким образом, температура тела повышается, активируются потовые железы, которые испаряют избытки влаги из организма. Конечно, все мы знаем, что при испарении поверхность охлаждается. Так наш организм понижает свою температуру. Жир и мышцы. Регулярные занятия спортом помогают вашему телу использовать запасы жира в качестве источника энергии. А это означает, что тренируясь, вы будете терять жир. В то же время возрастает мышечная масса, а ей нужно питание даже в состоянии покоя. И тело сжигает больше калорий даже тогда, когда вы отдыхаете. Так, физическая нагрузка в сочетании со здоровыми привычками питания снижает индекс массы тела и улучшает фигуру. Дальше. Кости. Если вы регулярно нагружаете свои мышцы, в костях возрастает количество кальция. Исследования показывают, что занятие многими видами физической активности, например, бегом, танцами, теннисом и другими, способствует увеличению плотности костной ткани, и особенно в возрасте от 25 до 30 лет. А чем лучше вы укрепите свои кости в молодости, тем меньше проблем со здоровьем костной ткани у вас будет в более позднем возрасте. И даже если вам уже больше 30, физические нагрузки будут способствовать сохранению здоровья костей. Движемся дальше. Мозг. Усиление кровотока во время занятий спортом приносит пользу и мозгу. Улучшается питание и функция его клеток. Снижается риск таких тяжелых заболеваний, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера или риск инсульта. А еще физические упражнения стимулируют создание новых нейронов и связей в центре обучения и памяти нашего мозга. Это сохраняет его молодость и даже улучшает пространственную память. Занятия спортом вызывают всплеск эндорфинов. Вы наверняка слышали о них. Их еще называют гормонами радости.
Кроме того, эндорфины – это природное обезболивающее средство. Что-то вроде натурального наркотика, который вырабатывается нашим телом. Есть даже такое понятие – эндорфиновая зависимость. И к занятиям спортом она имеет самое прямое отношение. Замечали вы, что через некоторое время регулярных занятий на тренировке как бы подсаживаешься? Согласитесь, очень даже полезная зависимость. Физические упражнения снимают стрессы и тревожность, успокаивают нервы и помогают бороться с возникновением депрессии. Лимфатическая система и иммунитет. Одна из функций нашей лимфатической системы – фильтрация и выведение всех отработанных телом веществ, мертвых клеток, патогенных организмов и прочего мусора. Она представляет из себя сложнейшую сеть сосудов, перемежающихся так называемыми лимфатическими узлами, в которых и происходит непосредственная переработка токсинов и уничтожение бактерий и вирусов. В этой системе нет специального органа, который толкал бы лимфу по сосудам. Роль насоса выполняют наши мышцы во время их сокращений при дыхании и физической активности. И, конечно, когда мы не заставляем свои мышцы работать, лимфа двигается очень медленно. Происходит ее застой и плохое очищение. И в наше кровеносное русло снова попадают вредные вещества и разносятся кровью по всем органам. Физические упражнения помогают естественному процессу очищения тела. Например, результаты одного исследования говорят о том, что 10-15 минут быстрых мышечных сокращений усиливают лимфоток в 3-6 раз. От качества работы нашей лимфатической системы зависит способность организма бороться с инфекциями. Поэтому регулярные физические нагрузки очень хорошо влияют на состояние нашего иммунитета. И, кстати, темные круги и так называемые мешки под глазами также могут быть спровоцированы застоем лимфы. И физические упражнения и тут нам помогают. Движемся дальше. Изменяется качество сна. Конечно, неудивительно, ведь во время физических нагрузок мы устаем больше. А вместе с усталостью приходит и более крепкий сон. Но дело тут не только в этом. Физкультура оптимизирует уровень кортизола. Его еще называют гормоном стресса. Кортизол отвечает за активное состояние нашего организма. Только придерживайтесь правила не заниматься позже, чем за 3 часа до отхода ко сну. Омолаживается кожа. Упражнения стимулируют кровообращение, что делает более эффективным наполнение клеток кожи кислородом и питательными веществами. В результате ваше лицо будет иметь более естественный цвет, а кожа выглядеть гораздо моложе. А еще физические упражнения задерживают появление морщин. Упругость и эластичность кожи придают 2 белка – коллаген и эластин. С течением времени происходит деградация выработки этих белков. На это влияет целый ряд факторов – воздействие солнца, окислительные процессы и хронологическое старение. А длительные физические упражнения как раз стимулируют выработку коллагена и эластина. Физкультура способствует тому, что кожа становится более увлажненной, более защищенной и более устойчивой к появлению морщин.